Это первая ярмарка трудоустройства такого масштаба. В этом году мероприятие проходит под девизом «Работа России. Время возможностей». Участников мероприятия приветствует председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Хочу передать поздравления и пожелания успешной работы ярмарки от имени главы республики Калиматова Махмуда Алимахшариповича. Тема трудоустройства для республики стоит на первом месте. Если 4 года назад мы начинали, и наша безработица была порядка 68 тысяч или 30% от общего числа работающих людей в республике, то за эти 4 года были открыты ряд предприятий, и сегодня мы достигли цифру 9,8 регистрированных безработицы или около 26 тысяч. У нас открылись новые рабочие места, вы знаете, у нас открылись предприятия большие, Швейка, Булная. И сегодня стоит вопрос другой. Нам сегодня нужны руки рабочие. Вот на этой фабрике швейной там 1200 мест, работает всего 200. Успешной работы, чтобы каждый нашел свое место в жизни, в работе. Ну и чтобы республика наша жила богаче и лучше. С праздником! Более 13 тысяч рабочих мест, 400 из которых в Ингушетии, а остальные в 6 регионах нашей большой страны. В рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства наряду с вакансиями представлены все возможности современной службы занятости, которая модернизируется по национальному проекту «Демография». По нашей республике это представители всех органов исполнительной власти и муниципальной власти, а также реализуемых в республике инвестпроектов. Это и швейная фабрика, и обувная фабрика, и агрокомплекс Тунжа, и сад-гигант, и другие инвестпроекты, которые в последнее время начали у нас развиваться в республике и предоставлять вакансии востребованные. По субъектам Российской Федерации это и организации органов ВПК, структуры ВПК. В основном требуются вакансии в промышленное производство, зарплата от 70 тысяч и выше, предоставляется социальный пакет, где есть условия проживания, где есть оплата проезда. Здесь повсюду взаимный интерес. Работодатели ищут настоящего специалиста, последние хорошую работу. Традиционно большинство мест на площадке занимают производственные предприятия республики. Благодаря огромной работе главы Махмуда Али Калиматова в Ингушетии реанимировано множество производств. Темпы наращиваются, нужны рабочие руки. Швеи нам нужны профессиональные. Конечно, мы обучаем также, если люди сами не умеют шить, даже так берем таких обычных людей, тоже обучаем на месте. На сегодняшний день мы более 100 человек сегодня готовы взять уже. Оборудование готово у нас стоит. Уже более 100 человек мы готовы сегодня принять на работу. Заработная плата в среднем у нас 18-20 тысяч рублей где-то получается у людей. Но плюс ко всему этому у нас транспорт бесплатно. Мы утром людей привозим, отвозим. Также питание, обед тоже бесплатно предоставляем обед своим сотрудникам. Свое первое в жизни собеседование проходит Хеда Азиева. Девушка надеется найти на ярмарке подходящую по ее специальности работу. Общение затянулось. Видимо, соискатель подходит под критерии. Я учусь в Северокавказском гуманитарном колледже на педагога в начальных классах. И я подошла к нескольким консультантам, и они предложили мне работу бухгалтера и организатора. И так как организатор подходит мне больше, потому что я педагог, вот я написала заявление и жду ответа. Они предложили очень хорошую заработную плату, командировки, и мне это очень интересно. Интерес это в сфере деятельности, то есть заводы. Я люблю шить, в сфере шитья хотелось бы найти что-то вроде своего. Не только производство. На ярмарке предложены специальности по направлению здравоохранения, образования, научной сферы и сельского хозяйства. Многие ищут безработных граждан с профильным образованием и стажем работы. Я ищу животноводов на сезон, на 5-6 месяцев. И пчеловодов в основном. А так и 2, 3, 4 человека, фармацевты тоже мне нужны. Сейчас уже начали подходить, спрашивают. Есть медработники, но фармацевта пока я еще не видел, но медработники тоже, если там какой-то испытательный срок у них 2-3 месяца, но они тоже могут работать так. Первый раз принимаем участие, у нас 3 вакансии: ведущего научного сотрудника, старшего и научного сотрудника. В соответствии квалификации должна быть или степень доктора наук, или кандидата наук.
и оконченная аспирантура. Врач-терапевт тоже потребность у нас сегодня есть. Врач-гериатр нужен. Также у нас есть для среднего медперсонала представляется должность медицинской сестры участковой в сельское поселение Киев. Запущен проект, федеральный партийный проект «Моя карьера. Единая Россия». Мы его реализовываем совместно с Министерством труда и социального развития и Центром занятости регионов. А в рамках проекта мы проводим семинары, встречи, тренинги, консультации, действует институт наставничества. В рамках проекта мы взаимодействуем с наиболее крупными работодателями региона. Это «Сад-Гигант», РИАК, АТМ, ряд таких промышленных предприятий, агропредприятий. И в зависимости от наличия вакантных рабочих мест мы стараемся заполнить вот это поле, скажем так. Помимо очного живого общения в рамках мероприятия проходит онлайн-ярмарка трудоустройства. Крупнейшие предприятия нашей страны, которые занимаются производством различных товаров, ищут надежных работников. Весь социальный пакет и гарантии предоставлены. Они заранее нам предоставили все вакансии, предоставили уже именно, как мы будем с ними соединяться, проводить скайп-ярмарки. И в формате, на данном этапе, вообще вакансий порядка 10 тысяч, чуть даже больше, чем 10 тысяч вакансий, которые предоставлены иногородними работодателями. Из них почти 5 или 6 проводятся. Вот сейчас люди общаются и проводят онлайн-собеседование с нашими работодателями. Поэтому это же не отдельно регион делает, это вся Россия вместе делает. Поэтому между собой контакт всех государственных органов очень большой. Время новым возможностям задано, осталось включиться в процесс и найти профессию по душе и призванию. Ярмарка трудоустройства в этом самый лучший помощник. Лина Цычоева, Хамзат Халухоев. Новости 24.